А по поводу салюта, ну, я думаю, просто хотели сэкономить и купили, наверное, там российские какие-то там эти боеприпасы, или как они правильно называются. Вот и все. То есть, ну, к сожалению, жаль людей. Ну, наши люди, наверное, требуют хлеба и зрелищ, но по большей части, мне кажется, что люди, ну, не хотят эти салюты. И если бы им там, например, ну, я не знаю, там построили какую-то больницу или там потратили деньги на образование или еще на что-нибудь, я думаю, люди были бы больше довольны, чем просто вот выбросить там в трубу вот эти вот деньги. Мне кажется, несчастный случай всегда может случиться, как бы, и никто от этого не застрахован. А праздники отменять из-за несчастных случаев, ну, не знаю, как-то, по-моему, это неправильно. Люди-то любят это. Так, я не знаю, должно быть все проверено просто изначально, чтобы, я так понимаю, наверное, некачественные были салюты эти. У наших людей такой менталитет, они хотят праздника. Мы не сможем отказаться от фейерверков. Но просто этот фейерверк должен быть либо какой-то один и хороший, красивый, и безопасность должна быть на высоком уровне. Я сама ходила на них раньше и была близко возле, когда на стеле еще до того, как там построили музей. И мы тоже близко были, мы прямо над этим фейерверком были. Вот. И ничего такого не было, и все. А тут... Ну, как там говорят, бракованные фейерверки. Ну, так может сделать один, но более качественный, чем несколько и таких. А вот от танков, я считаю, надо отказываться. Отказываться, потому что мы просто закапываем деньги. Гэта павінна было здарыцца некалі. Але я ведаю, былі і выпадкі і раней. Але ж вось у гэтым годзе вось зараз як здарылася. Гэта вынік усіх гэтых парадаў, гулянак, цацанак з гэтай ўзваенай тэхнікай, гэта як гуляць з запалкамі. Калісьці яны спаляць вам хату. I could imagine the money could be spent on something different, but that's my opinion. I think a lot of people enjoyed it, but I've seen my fireworks in life. I'm happy, but... Ну, на 75 лет парад надо. Здесь, знаете, такая дата, потому что я ребенок войны. И у меня погибло 2 брата и отец на фронте. И поэтому, знаете, что для меня парад, что нас освободили, что нас выгоняли в Польшу, всю семью, и это было очень страшно. И мы радуемся, конечно, миру. Так. Но что он прошел не так, как нормально, это ненормально в 9 часов вечера какой-то парад. Мы пришли домой в потемках. Да еще дождь начался. Я считаю, так мы же не дошли до стелы. Так. А я считаю, что что-то не так сделали. Треба меры бяспекі рабіць. Тым больш я чытаў, што гэта ваенныя рабілі гэты салют. А я сам ведаю, што военным трэба больш прымаць меры бяспекі, чым яны ў нас праводзяцца. Никому это не нужно. Это просто элемент развлечения, то есть никакую часть этим мы не оказываем, я думаю, я считаю. Показать, что мы можем, не знаю, устроить праздник. Не знаю, кому это нужно, на самом деле. Так. То есть это нормальная практика во всех мирах, во всем мире, во всех странах такое проводится. Ну, это просто несчастный случай, от которого никто не застрахован, к сожалению. Свое мнение не хочу говорить, потому что это не нам решать, это решает руководство. Это наши гроши, это наши податки. Несчастный случай, он всегда бывает. Поэтому ничего не сделаешь.